Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения. Информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. Курс на укрепление сотрудничества. Пресс-конференция об итогах поездки абхазской делегации в Нагорно-Карабахскую республику. Теперь не затопит. В селе Ачадара расчищают ливневые коллекторы. И вкусно, и полезно. Акция «Школьное молоко» впервые прошла в Абхазии. В начале выпуска о кадровых назначениях. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении председателя Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике. Председателем назначен Нурби Лумия. Рауль Хаджимба подписал указ о назначении руководителей центральных органов государственного управления. Начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия назначен Роман Гвинджия. Начальником Государственного управления по строительству и архитектуре назначен Эсфирь Майтоп. Начальником Государственного управления лесного хозяйства назначен Анзор Ашхатсава. Начальником Государственного управления связи и массовых коммуникаций назначен Лаша Шамба. Начальником Государственного управления по землепользованию и кадастру назначен Адамыр Ахуба. Начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений назначен Аркадий Джинджия. Начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия назначен Роман Джопуа. Начальником управления капитального строительства назначен Беслан Агарба. Начальником управления государственной статистики назначена Кама Гогия. Начальником Государственной миграционной службы назначен Алексей Аджинджал. Руководителем службы государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи назначен Беслан Халваш. «Нам надо брать пример у Нагорного Карабаха», сказал на пресс-конференции вице-президент Абхазии Виталий Габния. В ходе поездки в Нагорный Карабах абхазская делегация приняла участие в праздновании Дня образования НКР и встретилась с президентом Армении Сержем Саргсяном. Этот факт вызвал истерику у властей Грузии. Подробнее в материале Симаргун. Вице-президент Виталий Габния поделился впечатлениями о поездке в Нагорный Карабах. Он отметил, что поражен увиденным. Интересна архитектура, отсутствие признаков войны. Удивили абхазов в Карабахе и больницы со школами. Из хай-тека большой целый комплекс с подготовленным материалом по последнему слову техники. Также ровно такой же была и детская больница, и школы были все как на один загляденье. Причем на вопросы, откуда у республики такие возможности, конечно, им можно белой завистью позавидовать их диаспоральным связям, где за каждым изданием закреплен бизнесмен, который реально на свои деньги, не складчину, а именно на свои деньги, каждый в отдельности объект поднимает. За 25 лет Нагорный Карабах проделал сложнейший путь, перенес 2 войны. Однако, несмотря на все трудности, продолжает динамично развиваться, стремясь к широкому международному признанию. Как же удалось маленькой республике численностью около 147 тысяч человек добиться таких результатов, поднять экономику страны, промышленный потенциал и социальную сферу? Нагорный Карабах находится в сложной политической и геополитической обстановке, но нам есть чему у них учиться, отметил Виталий Габния. Журналисты интересовались деталями нашумевшей встречи нашей делегации с президентом Армении. Впоследствии СМИ Грузии назвали ее антигрузинским демаршем Сержа Саргсяна. Абхазская делегация приняла участие в торжественном приеме от президента НКР Баако Саакяна по случаю 25-летия со дня образования республики. Именно там состоялась встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором Габния стоит напротив Сержа Саргсяна, что вызвало негодование в Грузии. И власти страны потребовали разъяснения от армянской стороны. Грузинские журналисты, которые там пару человек оказались у меня в друзьях, они, видимо, предложили прокомментировать данную фотографию некоторым политическим деятелям грузинским. А вы, как понимаете, у них сейчас выборы близятся, и в преддверии выборов те или иные политики это интерпретировали, значит, на свой лад, с привнесением туда фантазии. Вот вся эта ситуация, особенно маниакальное преследование всех любых международных контактов в Абхазии, вызывает недоумение. По словам Виталия Габния, официальный Ереван опровергает слухи о встрече. И мы понимаем, в каком положении находится Армения, сказал вице-президент. Виталий Габния назвал действия грузинской стороны театром абсурда. Мы же понимаем со своей стороны, в каком сложном положении находится Армения, когда окружена недружественными странами,
когда с одной стороны Азербайджан в состоянии войны, с другой Турция. И Грузия является единственной дорогой коммуникации с привязкой к порту Поти на Черном море. И в этой связи официальный Ереван, конечно, вынужден терпеть всякого рода замечания по делу и без от грузинской стороны. За 3 дня пребывания в Карабахе было множество встреч со всем политическим руководством республики. Были обсуждены возможные формы сотрудничества для дальнейшего развития и укрепления отношений с народом Арцаха. Виталий Габни отметил, что вопреки всему наши контакты будут расширяться. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Специалисты подразделения госкомпании «Апснергылара» фирмы «Абхазберегозащита» по поручению премьер-министра Республики Беслана Барцец расчищают ливневые коллекторы в селе Ачадара. Приступили к очистке в пятницу. Работали все выходные. Подробности у Ренаты Шикая. За несколько дней специалистам компании «Абхазберегозащита» удалось расчистить около 2 километров ливневых стоков в селе Ачадара. На очереди еще 3 объекта, общей протяженностью 4 километра. Всего предстоит расчистить более 10 километров. Как оказалось, причина всех бед – заросшие ливневки и несанкционированные постройки. Там, где вода должна уходить после каждого дождя, она, наоборот, прибывает. Сегодня всех предупредили, в 3-дневный срок все должны убрать все, что нам будет мешать. И мы будем сносить и делать так, чтобы пропускная способность воды увеличилась и людей не топило. Данные ливневки не чистились десятилетиями, пропускная способность была равна 0. Поэтому людей топило каждый, даже маленький дождь, потому что со склонов горы воде некуда деваться. Уже на протяжении нескольких лет село Ачадара Сухумского района страдает от подтопления во время дождей. Вода затапливает дворы и дома. Жителю села Ачадара Гиви Гугохия стихийное бедствие нанесло немаленький ущерб. По его словам, жители района готовы даже пожертвовать своими участками ради того, чтобы решить проблему с ливневками. Они сейчас пришли к одному мнению, что надо ликвидировать вот это последствие. Я думаю, что пойдут на это все. Помимо берегоукрепительных работ, как сообщил Константин Тарба, в Ачадаре при въезде в город Сухум будет построен новый мост через реку Гумиста. Уже подготовлен контракт на проектно-изыскательные работы, которые начаты российской компанией. В проект также входит строительство дополнительных 2,5 километров дороги к мосту. Необходимость возведения нового моста возникла давно. Существующая конструкция устарела и находится в аварийном состоянии. Новый мост позволит закрыть старый на ремонт. После реконструкции движение по обоим мостам будет односторонним. Выезд из столицы будет по старому мосту, въезд по новому. У нас ограничения по Республике Абхазия по мостам от 60 до 80 тонн на мост. На этом же мосту мы снизили до 40 тонн, но от того, что мы снизили, к сожалению, ограничения не действуют. То есть, когда проезжает автомобиль, груженный свыше 40 тонн, он находится под угрозой того, что мост может даже реально упасть. А новый мост, конечно, это супер сооружение будет. В Абхазии такого после войны в Новой Абхазии не строилось. На данном этапе составляется проект, сметная документация. Это будет грандиозная стройка. Строительство нового моста включено в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В последнее время в республике наблюдается увеличение популяции древесного щитника, клопов семейства полужестококрылых. Даже в городе, в квартире или офисе можно увидеть небольших насекомых зеленого, серого или коричневого цвета. Представляют ли они опасность для человека? И насколько эти насекомые безобидны для сельскохозяйственных насаждений, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Амры Амичпа. Древесного щитника хотя бы однажды в жизни встречал практически каждый. Правда, известен он больше под другим названием – клоп-вонючка, так как травоядное насекомое источает очень характерный и неприятный запах. Древесный щитник не представляет опасности для человека. В нашей природной среде он обычен. Но иногда наблюдается резкий всплеск численности насекомых. И тогда они могут нанести вред сельскохозяйственным насаждениям, плодовым деревьям и овощам. Так как щитник, как и все клопы, является сосущим насекомым, то есть он прокалывает своим хоботком покровы
и высасывает соки растений. Если численность его велика, это приводит к тому, что значит, растения, которые он использует для питания, начинают увядать. И плоды портятся, они усыхают, гниют, и поэтому он может быть серьезным сельскохозяйственным вредителем. Хотя клоп не способен кусать человека или вызывать серьезные аллергические реакции, все-таки в случае активного размножения, когда популяция становится слишком многочисленной, с ними приходится бороться. Использовать против него можно, конечно, химические препараты. Все инсектициды прекрасно работают против этих насекомых, но очень часто бывает так, что невозможно использовать химические препараты в силу того, что это быстро созревающие, скажем, овощные культуры, помидоры, огурцы, баклажаны. И, в принципе, получается так, что если использовать химический препарат, он просто остается в продуктах, которые затем потребляет человек. Поэтому, если это небольшие участки, которые, так сказать, приусадебные, можно использовать раствор горчицы, порошка, и побрызгать. Запах горчицы является хорошим отпугивающим средством, и это не убивает насекомых, но отпугивает их. Помимо народных методов избавления насаждения от мелкого вредителя, таких как опрыскивание посадок настоем горчицы или луковой шелухи, существует многолетнее садовое растение, отпугивающее травоядных клопов. Это цимицифуга, иначе клопогон, аромат цветов и листьев которой щитник не любит. Несколько кустиков достаточно для целого участка. Амрамич Батимур Гугохия, Абхазское телевидение. В Абхазии находится известный специалист в области экстренной хирургии, кандидат медицинских наук, травматолог, ортопед высшей категории, заслуженный врач Кабардино-Балкарии Валерий Катальянс. С Абхазией его связывают давние дружеские и профессиональные связи еще с начала 90-х годов прошлого века. Через опытные руки хирурга прошли как многие кабардинцы-добровольцы Отечественной войны народа Абхазии, так и абхазские бойцы. Валерий Катальянс всякий раз, когда приезжает в Абхазию, по несколько дней принимает пациентов на базе Агудзырского военного госпиталя и республиканской больницы. И здесь большинство пациентов – ветераны и инвалиды Отечественной войны. Важно отметить, что как консультации, так и операции Катальянс всегда проводит бесплатно. Дружба с нашей страной для Валерия Катальянса во многом связана с дружбой с врачом Анзором Говым. Известного нальчикского медика нынешний министр здравоохранения Абхазии с гордостью называет своим учителем. Об этом сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Благотворительная акция «Школьное молоко», приуроченная к началу нового учебного года, впервые состоялась в Абхазии. По инициативе компании «Премиум» была организована доставка в школы-интернаты Абхазии более 1000 литров молока и печенья. Как получали в учебных заведениях вкусный и полезный груз, расскажет Саресмар. Молоко и вкусное печенье – это, конечно, не все, что нужно для счастья детям школы-интерната в Абхазии, но все же неплохой способ порадовать детишек к началу нового учебного года. Сделать такой подарок подопечным 3 интернатов Калдахарской школы-интерната, Сухумской и Ачимчирской решила компания «Премиум». Кстати, проводить благотворительные акции для этой организации не впервой. В преддверии 1 сентября нам на глаза попалась статья о том, что во многих странах на государственном уровне идет акция «Школьное молоко». Молоко, как известно, благотворно влияет на развитие костной ткани детей и чрезвычайно полезно. Отсюда и решение доставить во все школы-интернаты Абхазии, в Калдахварскую, Ачимчирскую и Сухумскую около 1000 литров высококачественного молока белорусского производства «Радуга вкуса» и около 1000 пачек к молоку печенья «Мулина Бланко». Еще с самого утра в Калдахарскую школу-интернат была отправлена машина с провизией. Ребятам отправили 200 литров молока и такое же количество пачек печенья. А во вторую машину были загружены продукты еще для 2 школ-интернатов – Сухумского и Ачимчирского. В Сухумской школе-интернат сегодня учатся около 200 детей. Безусловно, учебное заведение обеспечено всем необходимым для занятий и воспитания детей, в том числе и неплохим рационом питания. Тем не менее, такая акция не могла не обрадовать, признается директор лицея-интерната Лариса Кабба. Заниматься благотворительностью, помогать тем, кому это нужно, это на самом деле благое дело.
Спасибо организации «Премиум», которая обратилась, поставила нас в известность о том, что они хотят оказать нам такую помощь гуманитарную, именно молоко, которое очень полезно для здоровья, для повышения иммунитета детей. Дети, которые учатся в интернате, они из той категории людей, которым нужно всегда оказывать помощь. Эта помощь очень значимая, хотя созданы условия для их питания, для обучения и так далее. Но такая помощь нам очень нужна и очень кстати. Тем более качественное высококалорийное молоко, которое укрепит их иммунитет как раз в осенний период. Это очень нужно. В Ачимчирской школе-интернат количество детей превышает 400 человек. Компания «Премиум» позаботилась и о них. В их школу было отвезено 400 литров молока и столько же пачек печенья. Подобная акция в Абхазии проводится в первый, но, как оказалось, не в последний раз. Ее организаторы заверили, что планируют сделать акцию ежегодной. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Абхазский спортсмен Энрике Аргун стал чемпионом мира по кикбоксингу. Мировое первенство проходило в столице Ирландии Дублине. Аргун одержал победу в разделе лоу-кик в составе российской сборной в весовой категории 54 килограмма. Предварительно Энрике Аргун прошел учебно-тренировочные сборы в Ачамчире и основные в подмосковном Клине. Тренирует спортсмена главный тренер сборной Абхазии по кикбоксингу, председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, президент Федерации кикбоксинга Абхазии Джон Атумава. Сегодня утром в Сухуме в частном домовладении по улице Лакуба, 86 произошел пожар. Причиной возгорания стало замыкание в электропроводке. Как говорят пожарные, замкнули провода на счетчики энергопотребления. Полностью сгорели кровля и чердачное помещение. Никто не пострадал. А в конце минувшей недели спасатели вели поиск очередной пропавшей в горах группы туристов. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. МЧС подводит предварительные итоги прошедшего лета, а они неутешительны. В частности, за 3 последних месяца спасателями было найдено в горах более 50 человек. Это и местные жители, и приезжие из-за рубежа. Последнюю такую группу из 5 москвичей, 1 жителя Тамбова и 1 местного жителя спасатели отыскали в минувшую пятницу в верховьях Гумисты в Сухумском районе. Маршрут как такового не было, прокладывали тропу сами. И когда мы начали спускаться уже вниз, заблудились, потеряли тропу, по которой мы шли, и, собственно, вызвали МЧС. А какова была ваша цель, куда вы направлялись? Замок Феодала. Причина того, что люди блуждают в горах и не могут выбраться, хорошо известна сотрудникам МЧС. Тропы не знают то, что в картах есть. Эти тропы 80-х годов карты, а тропы эти все заросли, новые тропы, сейчас люди ходят, наши местные жители, а приезжие ходят, карты держат 80-х, 90-х годов, а этих троп уже нет. В Эквадорском ущелье погиб турист из Санкт-Петербурга, переходил брод и упал, об камень ударился и погиб. Главное, чтобы они регистрировали свой маршрут у нас в МЧСе или даже в турагентстве, где-нибудь зарегистрировать свой маршрут, чтобы мы знали определенное количество людей, в определенное место ушли, когда должны вернуться. По словам руководства спасательного ведомства страны, необходимо усилить ответственность туристических фирм за несообщение о маршруте и численности туристических групп, направляющихся в горы. Причем закрепить данное правило законодательно. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается неустойчивая погода, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем 25-27 тепла. Температура моря плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.